Добрый день, участники очень важного для педагогического сообщества республиканского онлайн-семинара «Научно-методическое сопровождение деятельности отрядов ЮИТ в Республике Коми». Коллеги, конечно, значимость семинара, она определяется республиканским планом, который мы все вместе с вами реализуем, но важно, чтобы сегодня в рамках семинара, конечно же, мы осознали, что сегодня профессиональное сообщество, оно очень на высоком уровне уже включено в деятельность отрядов юных инспекторов движения. На данный момент в нашей республике, коллеги, 148 отрядов, 18 муниципальных образованиях. К сожалению, еще в 2 муниципальных образованиях нет данного движения, но мы очень надеемся, что коллеги из Ухтылы, из Ус-Цильмы принимают участие в данном семинаре. Каждый год в Республике Коми на всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо» выбирается лучшая команда юных инспекторов движения. И очень важно, что на федеральном уровне мы всегда можем представить результат нашей совместной работы. А именно благодаря нашему с вами профессиональному запросу сегодня в рамках нашего онлайн-семинара мы рассмотрим самые разные вопросы. И, конечно, они касаются прежде всего, уважаемые коллеги, нашего взаимодействия конечно, с партнерами, с государственной, с МВД Республики Коми. И мы очень рады, что сегодня вместе с нами работает Мария Николаевна Полякова, которая представляет управление государственной автоинспекции по Республике Коми. И, конечно, вопрос об уровне детского дорожно-транспортного травматизма, он очень значим. И именно данный вопрос мы обозначаем как один из важнейших, потому что вся наша деятельность, она, конечно, направлена на безопасность каждого ребенка в Республике Коми. Также мы вместе с вами рассмотрим деятельность уникального центра лаборатории безопасности, которая на территории Республики Коми очень активно сегодня представляет наш с вами профессиональный вопрос, связанный с деятельностью юных инспекторов движения. И сегодня Юлия Алексеевна Тарасенко, заместитель директора Республиканского центра дополнительного образования Республики Коми, работает вместе с нами и будет представлять инновационную деятельность центра. И, конечно, очень важно, уважаемые коллеги, до вас довести информацию о том, что в прошлом году в Институте развития образования был создан и уже реализуется открытый онлайн-курс «Организация работы по формированию у обучающихся навыков безопасного участия в дорожном движении». Поэтому, коллеги, нам очень важно, что именно такая концепция семинара, она была сформирована на основе, конечно, прежде всего вашего профессионального запроса. И нам хочется, конечно, поделиться и лучшими практиками. И вместе с нами сегодня будут работать представители отрядов ЮИТ из Сосногорска, Ухты, а также из Троицка-Печорска. Уважаемые коллеги, мы надеемся, что онлайн-семинар позволит и вам на уровне образовательных организаций принять важные решения и в дальнейшем поддерживать, сопровождать деятельность отрядов юных инспекторов движения. Итак, коллеги, позвольте мне открыть наш онлайн-семинар, пожелать вам успешной работы и напомнить, что вы имеете возможность работать вместе с нами именно в открытом пространстве, на платформе, которая позволяет задавать вам вопросы нашим коллегам. Это очень важная часть нашей совместной работы. Итак, коллеги, открываем республиканский онлайн-семинар. И я передаю слово модератору нашего семинара Елене Владимировне Рочевой, методисту нашего института, чтобы уже поэтапно мы рассматривали каждый вопрос
вместе с нашими партнерами. Коллеги, начинаем. Спасибо, Галина Владимировна. Добрый день, уважаемые участники онлайн-семинара. Я рада приветствовать сегодня методистов муниципальных органов управления образованием, руководителей общеобразовательных организаций и руководителей отрядами ЮИД Республики Коми. В своем выступлении сегодня представлю вашему вниманию сводную информацию о работе отрядов ЮИД в Республике Коми. Но для начала напомню, что в 2019 году была разработана концепция проекта по организации работы по развитию детям, по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД. А также произошел запуск официального сайта ЮИД, разработан фирменный стиль и парадная форма. Да, надо... Не могу нажимать. Форма для всех и концепция юных инспекторов движения. По данным мониторинга Минпросвещения России, проведенного в декабре 2020 года, общее количество отрядов юных инспекторов движения составило 29 743. Численность детей, вовлеченных в отряды юных инспекторов, достигла 444 тысяч обучающихся. Также смею напомнить, что на российском уровне проводятся следующие мероприятия. Это всероссийские интернет-олимпиады для обучающихся на знание правил дорожного движения. Дальше проводится всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям», всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Об этих конкурсах очень многие руководители знают, участвуют в этих всероссийских конкурсах. МВД России совместно с Министерством просвещения России в 2020 году разработаны типовые документы, регламентирующие деятельность образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и организации деятельности отрядов ЮИД в образовательных организациях. Они размещены на образовательном интернет-портале Минпросвещения России. Вы видите ссылку рабочую, где можно найти эти типовые документы. Дальше. Дополнительные методические материалы, которые доступны для скачивания. Это видеоролики, игры, буклеты. То, что поможет вам при проведении мероприятий в своих учебных заведениях, находится на другом сайте, на сайте экспертного центра движения безопасности и на сайте юных инспекторов движения, ссылку на которую вы тоже видите на экране. С 2021 года Минпросвещения России является ответственным исполнителем мероприятия по вовлечению детей в деятельность юных инспекторов движения в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В связи с этим вышли некие документы, о которых я скажу позже. Сейчас расскажу то, что у нас в Республике Коми. Как сказала Галина Владимировна, в нашей республике 148 отрядов, которые начали создаваться уже в 2013 году. Самые первые отряды были созданы в Инте, 10-я школа, и в Высогорской школе Удырского района. В 2014 году к ним добавились школа Чиневорика Княжпогосского района и школы номер 2 и 3 города Сосногорска. Усинский район тоже присоединился к ним. В поселке городского типа Парма тоже был создан отряд ЮИД. В 2015 году подключилась школа имени Ларионова города Емвы Княжпогосского района. И, смею заметить, в 2019-2020 годах была создана основная сеть отрядов ЮИД в Республике Коми. Большая часть создана в 19-20-х годах, создаются они на базе образовательных организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодежных и детских общественных объединений. Регулируются они положением о деятельности отрядов ЮИД и работают по принципу самоуправления. Согласно учрежденному совместному приказу Министерства внутренних дел по Республике Коми и Министерства образования Республики Коми были утверждены методические рекомендации к содержанию и оформлению элементов мини-улиц. О них в своих отчетах пишут руководители. Во многих школах организованы, оформлены рекреация школ, может быть, у кого-то отведенные специальные помещения, где оформлены эти мини-улицы. Также они могут располагаться на прилегающих территориях, а также оформление наглядного информационного стенда со схемами безопасных маршрутов. В большинстве школ республики созданы такие улицы, они работают, и отчеты, по крайней мере, что там проводятся мероприятия, приходят. На сайте Министерства образования, науки и молодежной политики в разделе «Комплексная безопасность образовательных организаций и информатизация» находятся материалы, которые можно изучить, распечатать и использовать в своей работе. Ну и если мы перейдем совсем к цифрам по Республике Коми, то на данный момент 148 отрядов в 18 муниципальных образованиях. По возрастным категориям скажу следующую информацию. Отряды для ребят 7-9 лет организованы в 61 школе. Для возрастной категории 10-12 лет в 50 школах. Для ребят 13-15 лет это отряды работают в 28 школах. И есть школы, где организованы несколько отрядов с разными возрастными категориями. Вот, пожалуйста, по 2 возрастные категории в 34 школах Республики Коми. Это очень радует. Радует то, что отряды работают, численность там высокая. Сегодня будут представлены несколько школ по каждой возрастной категории. Направления работы самые разнообразные. В основном это информационно-пропагандистское, обучающее и культурно-досуговое, куда входит изучение правил дорожного движения, проведение просветительской работы с обучающимися и воспитанниками через организацию викторин, акций, бесед и других мероприятий. Одним из приоритетных направлений дополнительного образования детей является развитие различных детских объединений, которые участвуют в деятельности по пропаганде безопасного поведения на дорогах. Такая форма детского объединения, как юные инспекторы движения, является актуальной и эффективной в системе детской организации. Немаловажным фактором является то, что взрослые вовлекают ребят, членов отрядов ЮИД, в совместную деятельность. Они организовывают патрулирование со взрослыми своего района. Об этом пишут в отчетах своих руководители отрядов ЮИД. Приведу конкретные примеры по нашей республике. В школе номер 10 города Инты и средней образовательной школы поселка городского типа Войваш Сосногорского района реализуются проекты. Мини-городок запрещается, разрешается. То есть подошли к этому мероприятию руководители очень серьезно. Написали несколько проектов, по которым работают отряды. Некоторым руководителям вспомнилось забытое прошлое выступление агитбригад. Таким видом агитации соблюдения правил дорожного движения пользуются руководителем отрядов ЮИД школы номер 39 города Воркуты. Опять школа поселка городского типа Войваш Сосногорского района и несколько школ города Сыктывкара. Выступление агитбригады «Светофор», так называется агитбригада, вы можете найти на просторах интернета, они выставляют свои выступления. В муниципальном образовательном учреждении школы номер 9 поселка Краснозатонский города Сыктывкара проведена исследовательская работа среди учащихся 9-10 классов. Тема была очень интересная – проблемы безопасности дорожного движения среди школьников среднего звена. Вот даже такой деятельностью занимаются ребята в школе. Ну и еще один пример.
очень хороший пример, когда отряды ЮИД, ребята разных возрастов выходят в детские сады для проведения дорожных игр с малышами. Такие школы есть в городе Сыктывкаре, в Сосногорске, в Усть-Ухте, в селе Усть-Ухта Ухтинского района, да, в городе Сосногорске это приветствуется, и в сельских школах города Печоры. Да, это очень радует, такая форма работы, когда ребята сами учатся и учат малышей. Несколько слов о региональных проектах. В исполнении национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» правительством Российской Федерации разработан федеральный проект «Безопасность дорожного движения». В Республике Коми мероприятия введены в государственную программу Республики Коми «Развитие транспортной системы» в подпрограмму повышения безопасности дорожного движения в Республике Коми, а также разработан паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» со сроком исполнения до 2024 года. И в исполнении регионального проекта «Безопасность дорожного движения», протокольных решений заседания Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Министерство просит организовать в 2021 году мероприятия. О некоторых из них я скажу. Значит, мероприятия такие, как продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, причем акцент сделать на нарушениях правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами. Их очень много сейчас становится. В каких-то городах и районах делают специальные дорожки. Детей надо обучать, как правильно ездить даже по специально отведенным местам. Дальше. Организовать в каждой муниципальной образовательной организации работу инициативной группы граждан «Родительский патруль». Во многих районах это работает, и в отчете это видно, предоставляют информацию, то есть усилить работу в этом направлении. Дальше такое мероприятие, как открытие на базе образовательных организаций велоклубов, велосекций, проведение дополнительных образовательных мероприятий по обучению детей-велосипедистов навыкам безопасного поведения на дорогах. Я выбрала такие основные. Есть несколько мероприятий, которые вы уже делаете, продолжить работу в том направлении. Полный пакет документов по проведению профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Республики Коми в 2021 году направлены в управление образованием каждого муниципалитета. Также в адрес субъектов Российской Федерации направлены методические материалы по обучению детей безопасному поведению на дорогах, которые состоят из наиболее эффективных разработок федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2019-2020 годах. Дальше. Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах и материалов, разработанных в рамках социальных кампаний по безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России и Российским союзом автостраховщиков. Эти методические материалы также ушли в каждое управление образования муниципалитетов. Большое значение в обучении детей безопасному поведению на дорогах имеет наличие в образовательных организациях специалистов, обладающих компетенциями в сфере обучения детей безопасному поведению на дорогах. Институты развития образования имеют программы курсов повышения квалификации или, как у нас в институте, образовательный модуль по обучению детей безопасному участию в дорожном движении. Продолжит тему моего выступления в образовательном модуле для педагогов нашей республики Марина Анатольевна Габова. Марина Анатольевна, ждем вашего подключения к нашему семинару.
Уважаемые коллеги, добрый день. Слышно? Да, добрый день. Марина Анатольевна Габова расскажет нам об образовательном модуле для педагогов. Марина Анатольевна, вам слово. Образовательный модуль для педагогов направлен на воспитание у детей культуры безопасного поведения на дорогах. Конечно, результативность этого процесса зависит от нашей с вами профессиональной педагогической компетентности всех педагогов, всех работников образования, а уровень этой профессиональной педагогической компетентности должен систематически повышаться. Наша программа разработана на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года номер 499 об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, а также с учетом Федерального закона об образовании в Российской Федерации, профессионального стандарта «Педагог» и других нормативных документов. Реализована данная программа сейчас в виде онлайн-курса на портале «Единая система электронного обучения». Коллеги, сейчас я подключу демонстрацию рабочего стола, и мы с вами посмотрим, как можно будет на этот курс зайти и каким образом в нем можно будет работать. Итак, коллеги, я подключила демонстрацию рабочего стола. Надеюсь, что всем все видно. Зайти на курс мы можем с вами через сайт Республиканского института развития образования kriro.ru. Справа в блоке баннеров найти баннер «Единая система дистанционного обучения Республики Коми» и перейти на вкладочку «Образование граждан». В этой вкладочке зайти на открытые онлайн-курсы. Далее вы попадаете на наш сборник открытых онлайн-курсов, которые мы разработали, и выбираем необходимый нам курс «Организация работы по формированию обучающихся навыков безопасного участия в дорожном движении». Так, коллеги, надеюсь, все видно. Елена Владимировна, если что-то не видно, вы мне, пожалуйста, об этом скажите голосом, чтобы я не переключалась на вкладочку нашего вебинара. Коллеги, если вы еще на этом сайте не регистрировались, вы можете создать свою учетную запись, заполнив необходимые поля. Если вы являетесь работником системы образования, либо родителем, то вы можете в качестве логина и пароля использовать те логин и пароль, с которым вы заходите в ГИСЭО, Государственную информационную систему электронное образование. Так, ну поскольку у меня логин и пароль есть, то я захожу со своим логином и паролем. Если вы уже регистрировались на единой системе электронного обучения, то тоже можете зайти с имеющимся у вас логином и паролем. Тогда мы нажимаем на кнопочку «Вход» и попадаем в наш курс. Коллеги, обращаю внимание, что я зашла как преподаватель курса, поэтому мне доступно тут более большое количество элементов. Я переключусь сейчас к роли студента для того, чтобы показать, что увидит каждый из вас в нашем курсе. Итак, перехожу к роли учащегося. Итак, в блоке в общем мы видим цель и задачи курса и общее описание структуры программы. Сейчас немножечко увеличу, чтобы было удобнее. Среди задач нашего курса формирование теоретических и нормативно-правовых знаний в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, развитие умений использовать электронные средства информатизации и коммуникации для разработки проектов, программ в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, а также освоение содержания деятельности, принципов, методов применения современных образовательных технологий по развитию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 4 темы представлены. Первая тема – это нормативно-правовые аспекты формирования безопасного участия в дорожном движении. Здесь представлена основная документация, которая вам необходима для организации вашей деятельности. Это федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения, паспорт федеральной целевой программы,
концепция информационно-пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям навыку безопасного участия в дорожном движении, о которой говорила Елена Владимировна. Ссылочка на сайт Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на соответствующий раздел. И также новые материалы – это справка по результатам анализа регионального проекта Республики Коми «Безопасность дорожного движения» и, соответственно, презентация к этой справке. Некоторые материалы представлены как ссылки на соответствующие сайты. Вот, например, выходим на федеральную целевую программу. А некоторые материалы представлены как документы. Справка по результатам регионального проекта Республики Коми. Документы вы можете скачать, нажав вот на эту стрелочку. Во втором разделе представлены технологии формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Здесь представлены методические рекомендации для преподавательского состава организаций общеобразовательных, дошкольных. Составлены эти рекомендации на основе лучших практик формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Они также доступны для скачивания и для детального изучения и использования в работе. Также можно найти интегрированное методическое пособие по тематике безопасности дорожного движения, которое также поможет вам организовать эффективно деятельность в образовательных организациях. И представлены ссылки на сайты, на которых можно найти множество интересных и полезных материалов. Например, конспекты и сценарии мероприятий на сайте газеты «Добрая дорога детства», сценарии занятий на сайте «Юные инспектора движения России», игры по безопасности дорожного движения. А также рекомендую заглянуть в архив газеты «Добрая дорога детства». Очень много интересных и полезных материалов в этой газете вы можете найти. И газета «Про движение» также предлагает множество интересных, полезных материалов для вашей работы. Кроме того, здесь представлены также ссылки на методические рекомендации по проведению работы с родителями на сайте «Дорога безопасности». Их можно скачать, нажав на соответствующую кнопочку. Представлены методические материалы по использованию научно-популярных видеороликов, также на сайте «Дорога безопасности». И есть интересный конструктор, генератор паспорта дорожной безопасности. Он размещен на сайте «Дорога безопасности» и поможет вам составить паспорт дорожной безопасности вашей образовательной организации. Нажав на кнопку «Заполнить форму», вы заполняете необходимые поля. И нажимаете кнопочку «Создать паспорт». У вас генерируется необходимый вам паспорт дорожной безопасности. Третий раздел нашего курса – электронные образовательные ресурсы по безопасности дорожного движения. Сборник электронных образовательных ресурсов, федеральный каталог интерактивных образовательных ресурсов представлен на сайте «Дорога безопасности». Здесь мы видим 42 видео представлено, 29 презентаций, и по категориям они сгруппированы. Также представлена презентация лекции по электронным образовательным ресурсам как условие формирования профессиональной педагогической компетентности педагогических работников.
Представлена ссылка на интерактивные пособия и наглядные материалы, которые также вы можете использовать в своей образовательной практике. И ссылка на мультимедийный материал. 4-й раздел посвящен организации отряда юных инспекторов движения в образовательной организации. Прежде всего, мы разместили здесь методические рекомендации, которые были разработаны специалистами нашего института по организации работы отряда юных инспекторов движения в Республике Коми. Они тоже доступны для скачивания. Нажав на стрелочку, вы можете их скачать и непосредственно с ними работать. Здесь мы раскрыли основные аспекты деятельности отрядов юных инспекторов движения, такие как нормативно-правовое регулирование и реализация типового плана работы отрядов юных инспекторов дорожного движения. Приложены приложения, которые помогут вам в организации деятельности отряда юных инспекторов движения в образовательной организации. Кроме того, представлены ссылки на дополнительные материалы. Очень много мы здесь видим разнообразных ссылочек. Тоже доступны материалы для скачивания. И представлены видеозаписи вебинаров, которые проводили специалисты нашего института. В разделе «Видеоматериалы» вы можете найти видеоролики, мультфильмы, записи различных телевизионных каналов. И в разделе «Памятки и буклеты» представлены различные памятки, буклеты для различных категорий. Для детей, для родителей. Вот, например, представлена книжка «Раскраска для детей», которую также можно скачать, распечатать и непосредственно с ней работать. Завершается изучение курса итоговым тестом, который будет доступен после того, как вы ознакомитесь со всеми материалами. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что все материалы курса доступны в бесплатном режиме. С ними вы можете ознакомиться. А если вы хотите получить сертификат, то необходимо выполнить определенные действия. Инструкция к получению сертификата также представлена в нашем курсе. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить по содержанию онлайн-курса. Если у вас есть какие-то рекомендации, что вы бы хотели увидеть там еще какие-то материалы, вы можете эти рекомендации направлять непосредственно на адрес Елены Владимировны, и мы, конечно, их рассмотрим, учтем и разместим дополнительные необходимые материалы для того, чтобы вы могли с ними эффективно работать. Итак, коллеги, есть ли у вас вопросы? Пока вопросов я не вижу. Ну, если вопросов нет, то тогда я передаю слово Елене Владимировне. Марина Анатольевна, спасибо большое вам за представление обучающего модуля. Я думаю, очень многие воспользуются модулем и пройдут онлайн-обучение. Так, появился вопрос. Да, пожалуйста. Куда зайти? Да? Еще раз, коллеги, покажу еще раз путь, как зайти туда. Включаю трансляцию рабочего стола. Значит, мы с вами заходим на сайт Коми Республиканского института развития образования, kriro.ru. На сайте находим баннер «Единая система дистанционного обучения Республики Коми», либо сразу в адресной строке вы набираете edu.rkomi.ru. Далее заходите в раздел «Образование граждан», «Открытые онлайн-курсы» и выбираете необходимый вам курс. В данном случае мы говорим о курсе «Организация работы по формированию обучающихся навыков безопасного участия в дорожном движении». Спасибо. Спасибо, Марина Анатольевна. Да, я думаю, ответ понятен. Кто задавал, он поймет, где найти. Спасибо большое.
Мы продолжим наш семинар, и у нас об уровне детского дорожно-транспортного травматизма и выявлении причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, расскажет Полякова Мария Николаевна, инспектор управления ГИБДД Республики Коми. Мария Николаевна, вам слово. Добрый день, уважаемые участники семинара. Свое выступление я бы хотела начать с небольшого видеоролика. Обычно у таких сюжетов должна быть маркировка 16+, но я против этого. Пусть посмотрят все от мала до велика, потому что нет ничего убедительнее, чем чужой пример. На дорогах у нас очень неспокойно, это не секрет, но есть одна очень интересная деталь, которая раз за разом встречается в записях с регистратора. Бам! Бам! Ой! Что же здесь не так? Есть что-то общее. Ну конечно! В России такая национальная традиция или суеверие, что крутить головой, смотреть по сторонам на дороге ни в коем случае нельзя. Смотреть по сторонам. Как же это банально звучит. Как для курильщика надпись «Курение убивает». В ПДД конкретно этих слов нет, там все как-то размыто, убедиться в отсутствии, бла-бла-бла. Возможно, поэтому никто не придает этому особого значения. Порой мне вообще кажется, что для пешеходов никакие правила не нужны, а нужно лишь запомнить 3 вещи. Зебра, зеленый свет, смотреть по сторонам. Все. Смотреть по сторонам. Кто-то не делает этого, чтобы не показать вида, что он неуверенный и запуганный пешеход, поэтому предпочитает создавать образ гордого и самодовольного человека. Опа! И ты уже переломанный и грязный чувак в изорванной одежде. Рассчитался? Следующий! Да-да, водила тварь, сволочь, расстрелять, посадить, отобрать машину, купил права и так далее. Но ты, старик, как же так? Смотреть по сторонам. Зачем? Это же ребенок. Ему загорелся зеленый свет, и он больше ничего знать не хочет. Воспитывая в таком ключе, родители вырастят из него курицу в капюшоне, мечтательного олуха, а возможно, он когда-нибудь сядет за руль, но смотреть по сторонам ни за что не будет. А возможно, еще хуже. Родители вырастят его на своем примере. Ведь моя мама всегда бегала, где попала. Это же ребенок. Это чудовищное ощущение неудобства и даже вины перед взрослыми дяденьками, которых очень не хочется задерживать. Ведь они будут ругаться. О, меня пропускают, бежим! Спешка на автобус, на урок оборачивается неспешной очередью в травматологию и несколькими седыми волосами на головах родителей. Если у этих родителей, конечно, есть головы. Это же ребенок. Он не знает страха, у него нет опыта. Он даже представить не может последствия своих действий. Так же, как младенец, который вылез на подоконник. Мы, взрослые, знаем, что такое смерть. Мы боимся ее, но объяснить ребенку ее сущность практически нереально. Да и вроде бы неправильно это. Рано еще. Родители радуются, что их ребенок знает все про зеленый свет, но забывают о нюансах, когда на зеленый идут не только пешеходы, но и поворачивают машины. Ах да, есть еще дебилы, для которых светофор черно-белый. Есть множество обучающих видео с улыбающимися мультяшными инструкторами и добрыми тетеньками. Но я убежден, что по сторонам смотреть заставят не они, а вот эти жесткие реалии жизни, в которых можно набраться опыта. Нет никакой строгости в этих милых сюсюкающих стишках про ПДД, а дети воспринимают это не как угрозу жизни, а как шутливое наставление вроде «мыть руки перед едой». Да понял, я понял.
Это же ребенок, говорим мы, списывая ему все то, что не вложили в голову родители. Родители, которые не нашли достаточного примера, чтобы заставить ребенка бояться дороги. Бояться ее как лавы, которая застилает пол, когда он прыгает по мебели. Мы строим воспитание на постоянных угрозах. И если не уберешься в комнате, в кино не пойдешь. Но страшимся сказать правду четко и ясно. Не посмотришь по сторонам, больше никогда не сможешь ходить на ножках. Водитель трясущимися руками будет просматривать регистратор с этим нелепым происшествием, рассказывать подъехавшим СМИ свою точку зрения. Он будет виноват в этом, он был невнимателен, он слишком разогнался, он виноват, да. Но разве может удовлетворение от найденного виновника быть достаточным, когда ты видишь своего родного человечка, лежащего на асфальте? Обратить время вспять не получится. Пожалуйста, помните об этом сейчас. Родители, позвольте своим детям дожить до сознательного возраста, где они уже сами сделают выбор – погибнуть или выжить. А пока все в ваших руках, в ваших объяснениях и, самое главное, в примерах, которые вы подаете этим малышам, познающим опасный окружающий мир. За прошедшую осень на дорогах страны погибло почти 300 детей. Целый детский сад похоронен по прямой или косвенной вине взрослых. Разве для смерти рождаются дети? Страшный вопрос, ответ на который очевиден. Но когда мы о нем вспоминаем, к сожалению, только тогда, когда по нелепой случайности погибают дети. За 2020 год на территории Республики Коми произошло 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 ребенка погибли и 161 получил травмы. Рост количества дорожных аварий отмечается в городах Инта, Печора, Усинск, Ухта, Сосногорск, в Приузском, Усть-Куломском, Удорском, Ижемском и Усть-Илимском районах. Почти половина, это 46% от всех пострадавших детей на момент ДТП были пассажирами транспортных средств. Стоит отметить, что дети-пассажиры являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, так как у них нет возможности повлиять на развитие ситуации на дороге. При этом организм ребенка еще недостаточно крепок, чтобы без последствий перенести даже самое незначительное ДТП. За 5 предыдущих лет больше половины, это 55%, погибших пассажиров детей перевозились без применения ремней безопасности или детских удерживающих устройств. За прошедший 2020 год из 77 юных пассажиров 19 детей перевозились с нарушениями. Нынешний год продолжает, к сожалению, неутешительную статистику. Только за январь у нас пострадало 10 детей-пассажиров, из которых 5, это ровно половина, перевозились без ремней безопасности и без детских кресел. Вместе с тем, уже с 2013 года введена административная ответственность за нарушение правил перевозки детей. При этом из года в год мы фиксируем дорожные аварии, в которых, к сожалению, получают травмы и гибнут дети, перевозились которые неправильно. Госавтоинспекция ведет постоянную работу по выявлению и пресечению правонарушений в области перевозки детей. Так, за 2020 год было привлечено 1866 водителей, по статье 12.23, часть 3, это нарушение правил перевозки детей в транспортном средстве. Тем не менее, хотелось бы рассказать о случаях, которые произошли и в конце года, и в начале 2021 года. 2 января 2021 года в Сосногорском районе несовершеннолетний водитель, управляя автомашиной ВАЗ,
подвозил свою знакомую с несовершеннолетним маленьким ребенком. Ребенок перевозился на руках у матери. В 20:45 на 48-м километре автодороги Ухта-Троицко-Печорск экипаж ДПС предпринял попытку остановить данный автомобиль. Однако водитель отказался выполнить законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться, выезжая на полосу встречного движения, не давая обогнать свое транспортное средство и так далее. В соответствии с законом о полиции данное транспортное средство было остановлено с применением огнестрельного оружия. Несложно, наверное, представить, какой угрозе подвергался ребенок, находящийся в данном автомобиле. Мало того, что он был не пристегнут, так еще участвовал в вооруженной погоне. 4 ноября 2020 года около 6:30 водитель, женщина, управляя автомашиной «Лада», двигаясь по федеральной трассе Чебоксары-Сыктывкар, справилась с рулевым управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 3-месячная девочка вылетела из автомобиля и получила тяжелые травмы. Естественно, была госпитализирована. Ребенок на момент ДТП был не закрепленным в детском удерживающем устройстве. Со слов мамы, ребенку неудобно, ему жарко и так далее. В итоге ребенку причинен тяжкий вред здоровью, заведено уголовное дело. Стоимость автокресла в 1000 раз дешевле стоимости автомобиля. И справиться с ним также в разы проще, чем справиться с капризами или там нежеланием ребенка там сидеть. Согласитесь, это просто привычка. Но бесспорно, что обеспечение пассивной безопасности ребенка в автомашине, как и безопасность самого вождения, это прямая обязанность родителей. Не менее печальная статистика ДТП с участием детей-пешеходов. Здесь в категории риска находятся дети именно школьного возраста. Так, наибольший процент пострадавших – это дети в возрасте с 7 до 10 лет, то есть начальная школа. За прошлый год это 39%. И дети в возрасте с 11 до 15 лет – это 28%. Особую тревогу вызывает тот факт, что практически треть, 36% ДТП с участием детей-пешеходов происходит по их собственной неосторожности. За 2020 год в 58 дорожных авариях с участием детей-пешеходов 1 ребенок погиб и 20 получили ранения именно из-за своей неосторожности. Именно так случилось с 5-летним мальчиком в городе Усинск, когда он возвращался домой из детского сада в сопровождении старшей совершеннолетней сестры, выбежал на красный запрещающий сигнал светофора и попал под колеса машины. Ребенок получил тяжелые травмы, к сожалению. Вина в ДТП ребенка – это категория очень условная, ведь ответственность за ошибочные действия всегда лежит на взрослых. Именно взрослые не рассказали, не напомнили, не показали правильный пример. Начиная с 2015 года, когда все уступили поправки в ПДД, касающиеся световозвращающих элементов, сотрудники ГИБДД активно ведут пропаганду их использования, причем не только среди детей, но и среди взрослого населения. Анализ дорожных происшествий с участием детей-пешеходов, к сожалению, показывает, что только у половины пешеходов, несовершеннолетних пешеходов, на одежде или сумках и рюкзаках находились световозвращающие элементы. Сделать своего ребенка заметным на дороге для того, чтобы водитель транспортного средства в условиях недостаточной видимости в темное время суток смог его заметить и вовремя остановить автомобиль, обязанность прежде всего родителей. Летом 2020 года значительно возросло количество дорожных аварий с участием детей-водителей. На 100% возросло количество ДТП с участием детей-велосипедистов и на 150% количество ДТП с участием водителей автомобилей и мототехники. В прошедшем году у нас был случай, когда 14-летняя девочка в состоянии опьянения
управляла автомашиной и попала в ДТП и получила травмы. Давно такого не было. Также, к сожалению, дети, садясь за руль мототехники, забывают или вообще не знают о том, что существуют правила дорожного движения, касающиеся велосипедистов, мотоциклистов и так далее. Большинство родителей, покупая ребенку велосипед, забывают об элементарных способах защиты. Нет экипировки, защитного шлема, световозвращающих предметов и фонарей. А напоминают о правилах дорожного движения вообще единицы. А покупая несовершеннолетнему мопед, скутер или мотоцикл, они вообще нарушают закон, потому что именно это деяние подпадает под статью Административного кодекса о предоставлении права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. К сожалению, садясь за руль, ребенок подвергает опасности не только себя, но и остальных участников дорожного движения. В сентябре 2020 года в городе Печоре 14-летние подростки катались на мотоцикле. Выехав на перекресток, на красный запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение с автомашиной «Шевроле». Водитель, мальчик 14 лет, погиб на месте ДТП, второй подросток получил травмы и был госпитализирован. Также в августе 2020 года 15-летний подросток, управляя мотоциклом, двигаясь по улице Советской, поселка Щелья-Юры Ижемского района, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 54-летний скончался на месте ДТП. Вопрос, откуда у детей мотоциклы? Даже 16-летнему подростку запрещено управлять мотоциклом. Тем не менее, наши дети на них садятся, ездят, не имея при этом ни права управления, ни представления о том, каким образом ведут себя транспортные средства на проезжей части, и не имея даже защитного шлема. Прошедший год был нелегким для всех сфер жизни общества. Сложная ситуация с детской аварийностью нами была прогнозируема, так как за время самоизоляции, это март, апрель, май, дети отвыкли от интенсивного движения транспорта. У них практически отсутствовала офлайн-связь с педагогами, поэтому, выйдя на улицы в летние месяцы, когда они уехали за город, либо часть детей находилась здесь, потому что детские лагеря тоже были не всегда доступны, мы столкнулись с таким колоссальным ростом детской аварийности. Вместе с тем, летние месяцы на территории таких городов, как Сыктывкар и Ухта, сотрудники госавтоинспекции совместно с родительским и общественным патрулем активно работали, проводили разъяснительную работу с родителями, несовершеннолетними о правилах поведения на улице и дорогах. По возможности работали в медицинских учреждениях, развешивали листовки в транспорте и в подъездах. Но этого оказалось недостаточно. Очевидно, что силами только госавтоинспекции ситуацию на дорогах не исправить. И для кардинального изменения ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом необходимо активизировать совместную деятельность по их профилактике. Готовясь к выступлению, я нашла исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. Он провел опрос среди детей и подростков в возрасте до 16 лет. И главный вопрос был следующим. Осуждаете ли вы опасное поведение на дорогах? В результате опроса более 1000 респондентов ответы были следующие. Всегда дали 39% опрошенных, иногда 50%, и нет 11%. Количество несовершеннолетних, у которых отсутствует негативное восприятие опасного поведения на дорогах, можно считать катастрофическим – 11%. Это дети, которые не восприимчивы к этой проблеме абсолютно. С высокой долей вероятности именно они являются незащищенными и некомпетентными участниками дорожно-транспортных отношений, потенциально представляют опасность для других субъектов. Большинство детей не видят, к сожалению, в автомобиле источника опасности, который может принести увечья или лишить жизни. У них нет предвидения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке.
Самые распространенные ошибки, которые совершают дети, находясь рядом с проезжей частью, это выход на дорогу из-за стоящего транспортного средства, это переход в неположенном месте, это игра на проезжей части. А также, к сожалению, мы не можем приучить детей слышать и видеть дорогу. Выходя на проезжую часть даже на пешеходном переходе, дети не смотрят по сторонам. Именно потому, что они не видят угрозу ни от автомобиля, ни от дороги в целом. Несмотря на то, что школьники получают теоретические знания по правилам дорожного движения на классных часах, на уроках ОБЖ, их, к сожалению, недостаточно, потому что у них зачастую отсутствуют практические навыки безопасного поведения. Хорошим механизмом развития подобных навыков являются пешие экскурсии, участие в рейдовых мероприятиях и акциях, в том числе в родительском патруле, в общественном патруле, а также участие в работе отрядов ЮИД. В настоящее время в Республике Коми функционирует, вот у меня немножко цифра отличается, у нас 129, ну радует, что это больше сотни, которые занимается 1790 детей. Это по состоянию на 1 января 2021 года. Возможно, мотивирующие аспекты вовлечения в деятельность отряд ЮИД – это возможность внести вклад в социально значимую работу сохранения жизни детей. Это касается социально направленных детей. Желание помочь сотрудникам госавтоинспекции в деле обеспечения безопасности дорожного движения. Осознание важности профилактической работы по снижению детского травматизма и реализация творческих способностей посредством участия в слетах, семинарах, соревнованиях, в том числе на российском уровне. Безусловно, что такую огромную и важную работу вести без поддержки педагогов самостоятельно госавтоинспекция не сможет. Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку, потому что именно вы владеете знаниями, умениями, у вас очень много идей, и именно вы каждый день смотрите детям в глаза, знаете к ним подход и знаете, к какому результату может прийти каждый ребенок. Наша общая цель – сделать так, чтобы наши дети были живы и здоровы. Я думаю, что, наверное, меня поддержат все участники сегодняшнего семинара. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Мария Николаевна задает вопрос, можно ли будет скачать видео? Видео можно скачать на любом сайте, называется оно «Свои 5 копеек». Если вы зайдете в YouTube, оно есть, но я видео могу оставить вам, если у вас есть облако, в котором можно скачать, то, конечно. Да, спасибо большое. Мы представим вам этот материал, видео. Так, есть еще вопросы? Если вопросов к Марии Николаевне есть, нет, то мы готовы продолжить наш семинар. Мария Николаевна, благодарим вас за представленную информацию. Очень полезно, продуктивно, и думаю, что многие воспользуются и вашими данными, и видео, которое было представлено. Мы продолжаем наш семинар и о деятельности инновационного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма лаборатории безопасности. Нам расскажет Тарасенко Юлия Алексеевна, заместитель директора Республиканского центра дополнительного образования. Юлия Алексеевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Многие, наверное, наслышаны о нашем Центре по профилактике детского дорожного транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». С многими муниципальными образованиями, с образовательными организациями мы уже работали. Мы работаем с 2018 года. Наша лаборатория безопасности осуществляет свою деятельность. Лаборатория безопасности, можно следующий слайд, представляет собой такой уникальный комплекс технических средств, инструментов, специального оборудования, который позволяет смоделировать ситуацию на дороге с вовлечением детей в эти ситуации. Это машина, которая оснащена специальными средствами
креслом детским, креслом взрослым, перевозным оборудованием, которое мы ввозим в образовательные организации для наших профилактических мероприятий. Вы можете видеть на картинках, это и специальные перекрестки, это и светофоры, это различные средства индивидуальной мобильности, которые ежегодно нами пополняются. В этом году мы в рамках лаборатории безопасности купили то, что на сегодняшний день очень популярно у ребят, это про то, что сейчас говорила Мария Николаевна, это электросамокаты, это гироскутеры, это моноколесо, это сегвеи, которые на сегодняшний день очень популярны в летний период, ну, по крайней мере, в городской среде у ребят, и с которыми тоже достаточно много происходит каких-то нелепых ситуаций на дороге. Вот весь этот комплекс оборудования позволяет смоделировать ситуацию на дороге. У нас есть специальный автобус, который также используется мини-автобус перевозной, который также используется для моделирования различных ситуаций. В рамках проекта у нас выделено несколько обучающих блоков. Это блок для детей, передвигающихся со взрослыми как в транспортном средстве, так и вне его в качестве пешехода. Для самостоятельных детей, пешеходов, которые передвигаются самостоятельно на улице. Для будущих водителей, да, ну, я уже сказала, для будущих водителей и для водителей, которые вот, используют средства индивидуальной мобильности. Для педагогов и родителей также есть обучающий блок. Есть блок по оказанию первой медицинской помощи, и для этого тоже в лаборатории безопасности есть определенные условия, вплоть до манекенов специальных с моментами того, как им оказывать первую медицинскую помощь. Этот момент у нас, сразу скажу, не очень хорошо работает, потому что все-таки мы не медики и не имеем специальной квалификации. Дальше. Вы видите, что в 2020 году мы достаточно много охватили муниципальных образований, мы были в достаточно многих образовательных организациях, но в большей части это, конечно, по охвату, это город, остается все-таки город Сыктывкар, потому что, ну, есть такие моменты финансовых отношений. Дальше. У нас есть показатели по работе самой лаборатории безопасности. Это и охват детей, это не менее 3000 человек, мы на самом деле охватываем достаточно больше за 2020 год. Здесь цифра не совсем верная. На конец года мы охватили около 6000 детей по образовательным организациям. Мы работаем со взрослым населением, это родители. У нас есть партнеры, с которыми мы регулярно тоже сотрудничаем. Это автосалоны, которые нас регулярно приглашают на свои лаборатории безопасности для участия в профилактических мероприятиях. Это педагогическое сообщество. С 2021 года в наших показателях есть моменты, что мы должны работать по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 3-м возрастом. Это люди, которые... люди-пенсионеры, это дома престарелых, социальные приюты. С ними у нас тоже налажен момент, но в связи с эпидемиологической ситуацией у нас немножко этот момент западает. Мы проводим работу с перинатальными центрами, но пока это в городе Сыктывкар, я надеюсь, может быть, выстроится работа и в Республике Коми, то есть это с потенциальными будущими мамами. Опять же, вопрос по профилактике также прорабатывается. Про партнеров я сказала, регулярно с нами на занятия, на профилактические мероприятия выезжают инспектора, либо же это госавтоинспекция Республики Коми, инспектора с нами активно работают, либо же инспектора города Сыктывкара с нами активно работают. Мы были в этом году в Печорском районе, вот там тоже инспектора выходили и сотрудничали с нами на занятиях. То есть не только сотрудник лаборатории безопасности ведет профилактическое мероприятие, но и также сотрудники госавтоинспекции активно принимают в этом участие. Ну, отзываются вот дилерские центры, центры для своих мероприятий. У нас есть несколько проектов. Вот, допустим, с дилерским центром Кведа Авто, Шкода у нас есть, мы участвуем активно в проекте «Ребенок и семья».
кроме профилактических мероприятий, я уже сказала, да, это вот работа с дилерскими центрами, мы проводим региональные конкурсы. Вот был конкурс рисунка, где был достаточно хороший призовой фонд от наших партнеров, где участвуют и дети, и родители. Это можно пропустить. В рамках лаборатории безопасности, вот уже Мария Николаевна говорила, да, что вот эти вот мимимишные ролики прорисованные не всегда на сегодняшний день воспринимаются современным ребенком. Поэтому в рамках нашей лаборатории безопасности мы также прорабатываем вопрос о создании интерактивных роликов, которые бы были на сегодняшний день восприняты, современным ребенком, современным подростком, да, используя вот и такие вот страшные материалы, которые мы увидели. Наверное, это более доступно на сегодняшний день заходят дети. План на 2021 год мы планируем охватить муниципальные районы Прилуцкий, Сысольский. Мы планируем работать в городе Ухта. Понятно, город Сыктывкар продолжаем работать в образовательных организациях. По сотрудничеству с нами, по использованию нашего такого уникального комплекса, который, наверное, больше нет ни у кого, можно обращаться к нам в Республиканский центр дополнительного образования, конкретно ко мне, Тарсенко Юлия Алексеевна, заместитель директора. Дальше мы с вами можем договориться по дальнейшему сотрудничеству. К слову сказать, к сегодняшней теме в 2018 году лаборатория безопасности плюс с сотрудниками Госавтоинспекции Республики Коми готовила команду по участию в всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» с средней общеобразовательной школы села Айкино Усть-Вымского района. Ребята выступили, насколько я помню, достаточно успешно, но опять же, да, используя наши ресурсы, возможности Госавтоинспекции, желание самого педагога, команды, которая существует в образовательной организации, можно достичь неплохих результатов. Поэтому, если есть вопросы, если есть желание сотрудничать, звоните, пишите на электронную почту Республиканского центра дополнительного образования. Всего хорошего. Если есть вопросы, я могу ответить. Все данные можно будет найти на презентации, представленной Юлией Алексеевной. Юлия Алексеевна сказала, да, где находится... Где можно ее найти? Это Республиканский центр дополнительного образования. Куда в 2021 году вы поедете, вы уже сказали. И дополнительную информацию, кто бы еще хотел, чтобы к вам приехала такая лаборатория, пожалуйста, подавайте заявки. Все будут рассмотрены, и по мере возможности к вам тоже приедут в гости. А о команде, которая... В каком 19 году ездила? В 18 году. В 18 году ездила на соревнования. К сожалению, не смогли сегодня к нам подключиться, у них опять очередные какие-то соревнования. Вот, поэтому не сможем сегодня их увидеть, услышать. К нам подключатся другие школы, у которых также работают отряды ЮИД. Да, Троицко-Печорск у нас на связи. Спасибо большое, Юлия Алексеевна. Мы продолжаем наш семинар, переходим к практической части нашего семинара. Сегодня нам будут представлены практический опыт работы нескольких школ Республики Коми по работе отрядов ЮИД в разных возрастных категориях. Сейчас к нам на связь выходит Наталья Владимировна Наумова, руководитель отряда ЮИД общеобразовательной школы, основной общеобразовательной школы города, поселка городского типа Троицко-Печорск. Да, здравствуйте. Наталья Владимировна, мы предоставляем вам слово. Расскажите нам, пожалуйста, как вы проводите занятия, как организовываете ребят в возрасте 7-9 лет. Как работает ваш отряд ЮИД? Пожалуйста, вам слово. Сейчас, одну минуточку. Да.
Так, презентацию. Если мы сами смотрели статистику... Меня слышно, видно, да? Да, слышно, видно. Пожалуйста. Добрый день всем участникам семинара. Большое внимание на уровне начального образования уделяется вопросам обучения детей основам безопасного поведения здоровья. Деятельность по обучению здоровья безопасности осуществляется через уроки окружающего мира, системы классных руководителя, школьные мероприятия и через развитие движения. В начале года назначается ответственный за организацию работы по предупреждению детских и дорожных транспортных ежегодно разрабатывается 2015 года в школе функционирует Наталья Владимировна. движение, которые могут ученики начальной школы. Да? У вас, видимо, не хватает немножко скорости интернета. Нажмите на значок микрофона, потому что когда вы говорите, у вас немножко заикается. Только звук. Ага. Так, микрофон. Вот так. Ага. Чтобы был лучше звук. Спасибо. Так, все, мне можно продолжать, да? Угу. Я не слышу никого. Так. Основные направления работы отряда – это информационная деятельность, пропагандистская и шефская деятельность. Как появилась идея создания отряда? Во-первых, наша школа находится на опасном участке дороги, и юидовцы ведут большую пропагандистскую работу среди учеников начальных классов и дошкольников близ находящегося детского сада. Во-вторых, мы ежегодно участвуем в соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Подготовка к этому мероприятию требует основательного подхода. Ну и в-третьих, формы работы, которые используются при проведении занятий, интересны ученикам начальных классов. Это и соревнования, олимпиады, викторины, конкурсы. Больше всего нравятся ребятам выступления гидбригад, участие в акциях, проводимых совместно с ГИБДД, посвящение первоклассников в пешеходы. Деятельность отряда строится в программе «Дорожный патруль». Срок реализации этой программы – 1 год. И основные блоки программы – это изучение правил дорожного движения, основы оказания первой медицинской помощи, вождение велосипеда и массовая работа. Полученные знания ученики начальной школы закрепляют на неделях по правилам дорожного движения, которые проходят в школе ежегодно 2 раза, в сентябре и в апреле. Это мероприятие стало уже традиционным. В течение недели проходят мероприятия, направленные на обучение и соблюдение обучающимся правил дорожного движения. Викторины, игры по станциям, флешмобы, акции. Участники ЮИД являются активными помощниками при проведении таких недель. Помогают в организации проведения рейдов по классам, «Стань заметней на дороге» и «Мой безопасный путь». Проверяют наличие фликеров, памяток, схем безопасного маршрута обучающихся. Помогают тем, у кого такие памятки отсутствуют. У отряда есть свой сайт, на котором размещены материалы для родителей, обучающихся и учителей по пропаганде правил дорожного движения. Там же размещена программа кружка юных инспекторов дорожного движения, поэтому кто заинтересовался, можно зайти на сайт. Все материалы тоже в свободном доступе. В школьной группе ВКонтакте, на сайте образовательной организации также отражается работа отряда. Из года в год мы применяем современные подходы к обучению правил дорожного движения. И за 6 лет уже собрано много материалов по обучению детей ПДД. Это электронные игры, викторины, программы для диагностики знаний. Поэтому, кого если заинтересует, можете обращаться, писать личными сообщениями или как можем связаться и поделиться материалами. Участники отряда ЮИД представляют нашу образовательную организацию на научно-практических конференциях, выступали с проектом «Дорожный знак тебе не враг». И данная работа заслужила самой высокой оценки жюри. С помощью компьютерной игры «Пазлы» участники ЮИД разрабатывают пазлы по ПДД для учеников начальной школы. И на летней площадке ребята разработали проект школьной рекреации для изучения правил дорожного движения. Она перед вами на слайде.
Участники ЮИД представляют нашу образовательную организацию на районном конкурсе и республиканском конкурсе «Безопасное колесо». Ребята показывают все то, чему научились в отряде. Это фигурное вождение велосипеда, оказание первой помощи. 2 раза мы уже выезжали на республиканские соревнования и входили в 10 лучших команд. Это вот мероприятие, оно является своего рода итогом, чему научились ребята за время посещения вот этого объединения. Инициативные родители тоже подключаются к работе по пропаганде безопасности дорожного движения и оказывают помощь в проведении акций и рейдов. Сейчас во время введения ограничений больше мы проводим мероприятия в своих классах. И я, как педагог-организатор по безопасности дорожного движения, разрабатываю мероприятия, предоставляю классным руководителям. Ну и также с участниками ЮИД мы снимаем небольшие видеоролики по правилам дорожного движения и представляем ребятам. Сейчас участниками отряда ЮИД являются мои ученики, так как я сама учитель начальных классов, и поэтому в этом отношении их очень легко организовать. Вот такая большая работа проводится в школе с одной целью – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение обучающимся правил дорожного движения. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма, как мы сегодня слышали, да, сохраняет свою актуальность. И чем раньше мы научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц. Спасибо большое за внимание. Наталья Владимировна, очень интересная информация у вас о том, как вы работаете, как работает отряд ЮИД. Все посмотрели. Я думаю, если возникнут вопросы или пожелания, обязательно к вам обратятся за помощью. Мы очень рады, что в Троицко-Печорске есть такой замечательный отряд. Спасибо вам за выступление. Мы перейдем к другой возрастной категории. Это 10-12 лет. Нам представит свой опыт работы гимназия при главе муниципального Сосногорск. Руководитель отряда Дарья Николаевна Рочева. Дарья Николаевна, мы готовы вас услышать. Она сегодня утром у нас тестирование проходила. Дарья Николаевна, если вы на связи, вы можете к нам подключиться. Пока к нам заходят, мы пригласим Антониду Генриховну Семяшкину. Антонида Генриховна, руководитель отряда ЮИД средней общеобразовательной школы номер 4 города Ухты. Добрый день. Антонида Генриховна нам расскажет о том, как работает отряд возрастной группы 13-15 лет. Антонида Генриховна, добрый день. Вот, я не вижу. Мы рады вас услышать. Да. Да, слышим спасибо. И видим. У меня, к сожалению, я не вижу презентации своей. У меня тут проблемы. Не могу подключиться. Находите, пожалуйста, презентацию и... У вас пропало видео. Выйдите, пожалуйста, в эфир. Мы вас приглашаем выйти в эфир. Да. Да, вы опять с нами. Угу. Куда он пропадает? Нет, только одну кнопочку нажмите, круглую, и все. Один раз. 2 раза не надо нажимать. Слышите? Нет. Антонида Генриховна, 1 раз, пожалуйста, нажмите на кнопку, и все, вы будете у нас в эфире. Вы слышите, нет? Угу. Кто-то ее Нет, на кнопку микрофон не надо нажимать, только на одну кнопку. Вы нажимаете на 2 разных режима. Для этого тестирования проводим. Так, Антонида Генриховна, может быть, и без видео, только с микрофоном. Так, мы подождем сейчас подключения. Я думаю, что все получится. Антонида Генриховна, попробуйте еще раз к нам выйти в эфир.
Мгм. Вы можете выйти без видео, включить свою презентацию и рассказывать, как предыдущий участник, без видео, только со звуком. Почему она вылетает? Антонина Генриховна, попробуйте без видео, только со звуком. Я думаю, что у вас получится, вы выйдете в эфир, и мы вас услышим и посмотрим вашу презентацию. 44, может, пока мы видео их посмотрим? Юрий, 44 видео можно включить? Пока Антонина Генриховна готовится к выступлению, мы посмотрим видео, представленное данной школой, школа номер 4 города. Она не может презентацию найти, что ли? В Сосногорске прошел муниципальный этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». На площадку 3-й Сосногорской школы приехали команды со всего города. Им предстояло показать знания правил дорожного движения, умение ездить на велосипеде и навыки оказания первой медицинской помощи. Конкурс традиционно проводится тандемом Управления образования и госавтоинспекции. Перед началом состязаний команды получили напутствие от главного судьи. Программа конкурса включила в себя 5 станций и творческий конкурс команд. В этом году он был обозначен темой патриотизма. Первой выступила команда движений из Сосногорской гимназии. Ребята рассказали в стихах, за что любят республику, и особо отметили, что хотят приносить пользу родному краю уже сейчас. Капитан команды Карина Гилева знает сильные стороны каждого. Мальчикам лучше удается фигурное вождение, а вот девочкам – оказание медпомощи. Мы участвуем в конкурсе для того, чтобы посоревноваться, показать свои силы, чтобы, научить других чему-то, своих друзей, близких, может быть. Был сделан о проведении муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо». Так, Антонина Генриховна к нам подключиться не может. К нам вышла в эфир Очева Дарья Николаевна. Дарья Николаевна, мы готовы... Вот она пишет нам. Очева Дарья Николаевна. Сосногорск. Гимназия при главе муниципального района Сосногорск. Дарья Николаевна. Она вот последняя написала нам сообщение. Да? Вы сможете к нам выйти в эфир? Так. Антонина Генриховна. Сейчас, я думаю, кто-то подключится к нам и сможет выступить, потому что и Ухта, и Сосногорск у нас на связи. Возможно, погодные условия, возможно, технические условия какие-то мешают. Так, Антонина Генриховна, вы появляетесь на экране. Вас слышно. Да. Я тоже вас слышу. Здравствуйте. Все, находите, пожалуйста, свою презентацию, и мы предоставляем вам слово. Не могу найти презентацию, у меня что-то не высвечивается презентация, и только ваша идет. Выходила, но куда-то исчезает. Давайте я просто... Так, все, вышло, все, спасибо. Слышите? Так, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, что зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. В связи с этим
и возникает необходимость проведения работы, направленной на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей школьного возраста. Наша школа активно работает в этом направлении. Особое внимание в данной проблеме уделяется подготовке молодежного движения, умению применять их на практике, пусть небольшая, но гарантия сохранения жизни. Хорошее знание правил дорожного движения, умение применять их на практике, пусть небольшая, но гарантия сохранения жизни. В начале 2017-2018 года в школе номер 4 в нашей школе был организован кружок ЮИД. В течение 3 лет функционирует данный кружок, посещают в течение 3 лет одни и те же дети. В этом учебном году отряд состоит из 23 человек, учащихся 7 класса. Работа осуществляется согласно программе, составленному плану занятий с отрядами ЮИД и совместным планом работы с ГИБДД. Программа кружка предназначена для обучения детей 13-15 лет и рассчитана на 2 года обучения. В программе предусмотрено проведение занятий 1 раз в неделю по 1 часу. Елена Владимировна, к сожалению, я не могу переключать слайд. Цель – охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Задачи, поставленные перед отрядом ЮИД, это пропаганда правил дорожного движения среди учащихся, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения. Каждому члену ЮИД выдано удостоверение, с чем они и работают. В нашей школе мы стремимся не просто научить ребят вести себя на улицах микрорайона и города, а привить уважение ко всем участникам движения, к пешеходу в первую очередь. Ведь дети являются потенциальными водителями. Можно пролистать слайд? Работа по профилактике ДТП начинается с 1-го этажа школы. На 1-м этаже школы висит схема безопасных маршрутов, которая демонстрирует учащимся безопасный путь от образовательного учреждения до дома. В работе отряда используются различные формы работы. Это и беседы, как вести себя в общественном месте, будь осторожен, как вести себя в автотранспорте, история велосипеда и другие. Учащиеся проводят конкурсы рисунков и творческих работ, дорога в школу, дорога глазами детей, безопасность дорожного движения, засветить, игры и соревнования на знание правил дорожного движения. Также ребята составляют и проводят викторины для учащихся 5-7 классов. Члены отряда ЮИД хорошо владеют компьютером, поэтому снимают видеоролики и участвуют в родительских собраниях. В 2019-2020 учебном году приняли участие в родительских собраниях по теме «Правила перевозки ребенка в автомобиле» и «Пристегнись». Члены ЮИД занимаются созданием памяток, буклетов для обучающихся их родителей, встречаются с родителями, раздают буклеты родителям начальных классов и также жителям микрорайона. За территорию образовательной организации обязательно выходим с инспектором ГИБДД, а на территории школы стараемся работать в присутствии учителя или члена администрации. В начале каждого учебного года при проведении месячника «Внимание, дети» члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками. Это каждый должен знать обязательно на 5. С учащимися начальных классов составляют маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», проводят с ними беседы, также составляют для них индивидуальные, специальные для отдельных классов викторины и с ними отвечают на вопросы, то есть таким образом проверяют знания детей.
И, конечно же, для проведения данных таких мероприятий члены отряда в системе изучают сами в системе изучают правила дорожного движения, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работу учащихся. Перед уходом на каникулы выпускают листовки обращения о безопасности поведения на дорогах во время каникул. Работа отряда очень важна, так как ребята не только сами учатся вести себя на дороге, но и вдохновляют своих сверстников и, конечно же, взрослых. Спасибо, на этом у меня все. Спасибо вам за представленный материал. Видно, что работа ведется работа очень активно, и родители привлечены, и детям интересно проводить, и большое разнообразие форм работы с ребятами, и видео, и буклеты. Если к вам обратятся за помощью, я думаю, вы проконсультируете, как вы это делаете. Это был руководитель отряда ЮИД средней общеобразовательной школы номер 4 города Ухты. Антонида Генриховна, спасибо вам большое за выход в эфир к нам. Я думаю, что сегодняшний семинар, посвященный научно-методическому сопровождению деятельности отрядов ЮИД Республики Коми, мы будем заканчивать. И закончим на хорошей ноте. Чтобы не было опасности на дороге, соблюдайте правила дорожного движения. Все материалы, которые сегодня были представлены у нас на семинаре, это презентации и видеоролики, вы сможете найти в видеозале на сайте Коми Республиканского института. Готово? Даем пробу. Дарья Николаевна, если вы готовы выступить, мы будем очень рады. Подключайтесь, выходите в эфир. Замечательно. Дарья Николаевна, спасибо большое. Да, мы готовы послушать опыт работы гимназии при главе муниципального района Сосногорск. Дарья Николаевна, да. Мы вас не видим, не слышим, но вы к нам вышли в эфир. Угу. Да, пробуйте. Да, Дарья Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Так, сейчас я презентацию, да, свою. Да, найдите, пожалуйста, презентацию. И мы сейчас будем слушать опыт работы возрастной категории ребят 10-12 лет. Дарья Николаевна, руководитель отряда ЮИД гимназии при главе муниципального района Сосногорск. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Дарья Николаевна. Я учитель математики гимназии города Сосногорска, классный руководитель 7 класса гимназии, а также являюсь руководителем отряда юных инспекторов дорожного движения. Но свое выступление я хотела начать с видео, которое вы посмотрели до выступления Антониды Генриховны. Это видео из далекого 2018 года, когда подготовка к созданию отряда ЮИД только начиналась в нашей школе. Но я думаю, что нет необходимости напоминать в очередной раз, как у нас актуальна сейчас тема безопасности дорожного движения. Взрослые, педагоги, родители, работники ГИБДД ведут большую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Но, как сказал выдающийся ирландский драматург Бернард Шоу, единственный путь, ведущий к знанию, это деятельность. Какая же деятельность предшествовала созданию отряда ЮИД? Так, а слайд переключать? В начальной школе члены отряда ЮИД занимались по программе курсов неурочной деятельности «Школа юного пешехода». В процессе ролевых, тематических игр, творческих конкурсов и экскурсий ребята изучали азбуку дорожного движения. Будущие юидовцы накапливали сумму знаний и умений для того, чтобы передать их впоследствии другим детям.
Они кропотливо готовились и успешно участвовали в конкурсах «Безопасное колесо», «Азбука пешехода», «Живой хэштег» и многие другие. Ежегодно инспекторам ГИБДД в гимназии проводились классные часы по правилам дорожного движения. Естественно, что дети лучше воспринимают информацию, которая преподносится им специалистами, с проведением живых примеров и с самой свежей информацией. Ребята с удовольствием и очень результативно участвовали в конкурсах рисунков по правилам дорожного движения. Я приняла руководство отрядом ЮИД вместе с классным руководством, когда ребята перешли в 5 класс. Были подготовлены все необходимые документы для работы отряда. Это приказ о создании отряда юных инспекторов дорожного движения, положение об отряде ЮИД. Основанием для составления плана работы ЮИД на учебный год служили такие документы, как план учебно-воспитательной работы гимназии города Сосногорска, план совместной работы отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, отдела Министерства внутренних дел России по городу Сосногорска и отряда юных инспекторов дорожного движения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. Вместе с представителями ГИБДД наш отряд провел уже несколько акций. Встреча с инспектором ГИБДД, также раздача памяток водителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения, также памятки для пешеходов. Но, пожалуй, самые интересные мероприятия для ребят придумывают сами юитовцы. Так, во всех начальных классах ими были проведены выступления агитбригады. Также у нас запланировано выступление с агитспектаклем в социальных сетях. В наших планах были выступления в детских садах, в детских оздоровительных лагерях, совместные акции с родительским патрулем. Все эти замыслы мы, конечно, осуществим, как только это будет возможно. Итак, отряд юных инспекторов дорожного движения гимназия – это 22 ученика 7 класса, руководитель Дарья Николаевна. Название нашего отряда «Светофор», девиз «Знаем правила дорожного движения как таблицу умножения». Спасибо за внимание. Она очень подробно нам рассказала о том, как создавался этот отряд и почему он уже перерос в возрастную категорию 13-15 лет. Все перешло по наследству. Замечательная группа и отряд. Мы думаем, что он поможет многим ребятам в школе, в своем районе, для того, чтобы ребята остальные, кто не в отряде, соблюдали правила дорожного движения. Дарья Николаевна, благодарим вас за информацию. Всех участников нашего семинара мы благодарим за то, что вы слушали, принимали информацию, и надеемся, что она вам будет очень полезна, вы ее сможете использовать в своей работе. Вот сейчас на этой хорошей ноте мы с вами заканчиваем наш семинар. Ну и еще раз говорю вам, соблюдайте правила дорожного движения, обучайте этому своих детей и ребят в школе. Тогда будут у нас дети